Господа и дамы, мужчины и женщины, автоледи и автоджентльмены. Приветствую вас на канале Distraction Test. И сегодня у нас на обзоре необычные транспортные средства. Я буду раскачивать лодку. Я делаю волну вместе с приколом. Я птица. Итак, друзья, для чего, собственно говоря, эти автомобили созданы? Ну, по виду, конечно, понятно, что не для города, что эти штуки, ездят по городу там, с крейсерской скоростью около 50 км в час. Но созданы, естественно, для того, чтобы пробираться различные дебри, непроходимые места и прочая всякая тема. Вот на одном даже названии вот написано «лесник». То есть он создан для того, чтобы пробираться в лес, чтобы, допустим, тушить пожары, там, какие-нибудь геологические то есть геологи покупают, МЧС покупает, еще кто-то их покупает. То есть, ты можешь сам себе для личного пользования купить эту штуку, ездить на охоту, на рыбалку. В принципе, никто не запрещает этого делать, только единственное условие, если у тебя есть категория самоходного средства, то есть тракторные права. Вот, собственно, и все. Стоят эти автомобили, очень много вариаций бывает, поэтому стоимость конкретных автомобилей я не могу сказать точно, но очень большое количество опций, там даже вот лебедка, вибасты и прочая тема, все это отдельно оговаривается и устанавливается на этот автомобиль. Итак, давайте перейдем к конструкции, допустим, вот этого автомобиля. Итак, друзья, это у нас Трикол Vega 6х6. 6х6 из названия судит из того, что тут колесная база, естественно, 6х6, то есть 6 ведущих колес. Колес у нас низкого давления, 130 сантиметров, то есть их высота. Естественно, с центральной подкачкой всех колес, то есть вы можете регулировать под определенную почву, спускать, надувать шины и проезжать через любые дебри, которые только встретятся вам на пути этого гиганта. Что еще вам сказать? Это у нас запасы провизии, так как, возможно, вы поедете очень далеко, а на этой штуке по-любому поедете куда-то далеко, вам нужно будет много топлива, у вас тут есть канистра, здесь различный багаж крепить и прочие штуки, наверху огромный багажник тоже для большой провизии, веткоотсекатели, прожектора и прочая вся эта штука вам поможет в бездорожье. Естественно, самый еще главный помощник здесь это лебедочка, тут она тоже установлена. Фаркопы, все это понятно. Давайте поговорим о его конкретной конструкции. Здесь у нас, как вы видите, глазастые люди видят, что это мосты УАЗика полностью. То есть все одинаковые. Раздатки тут Соболь, тут их две. А двигатель здесь Hyundai H4. То есть это дизельный двигатель корейский, довольно надежный. И дизель он очень практичный в плане того, что где-то в лесах, в полях, в тайге у вас в основном только соляра. Ну и для того, чтобы зимой было тепло в нем, так как дизель не всегда отличается особой морозостойкостью, здесь стоят вибасты на салон и на двигатель. Так что вот так. Так что пойдемте, наверное, сразу к салону, посмотрим, что там внутри. Открываем дверь. Кстати, двери очень... Вот слушайте, как закрываются. Это вот... Мне кажется, не каждый УАЗик может похвалиться таким закрыванием двери. Итак, у нас тут есть ручка, подножки. Опа! Поднимаем сюда. Сиденья из эко-кожи очень удобные. Даже с выштамповкой Трикол. То есть все вышито, прошито. Тут у нас тоже значок Трикол. Торпеда, понятно, что это Соболь. 100%. То есть тут все как в легковом обычном автомобиле, все привычно. Единственное, что тут дополнительно установлено, так это датчик давления в колесах. Ну и, собственно, пульт вибасты и подогрева салона. То есть вот так. Тут у нас все, в принципе, понятно. Тут все кнопки, там, прожектора верхние, салонный свет внутри, подогрев топлива, бака. Тут у нас подогрев полностью лобового стекла, то есть с нити, все как полагается. Вот сам пультик, собственно говоря, заднего подогрева. Это вибаста, это у нас две печки, передняя, это задняя.
Все, в принципе, понятно. Это рычаги раздатки. Тут у нас задний мост. Тут, собственно говоря, схема здесь. Единственное, что не очень удобно, что она здесь. Лучше бы она, конечно, была где-то тут. Ну, тут показано, что задний мост отключен-подключен. Это у нас пониженный и повышенный. Это межосевой дифференциал заблокирован или разблокирован. Как говорится, мы же в 21 веке. У нас тут USB зарядочки 2 штуки. Тут прикуриватель обычный. Тут у нас тоже прикуриватель с пепельницей. 2 подстаканника. Ну, собственно говоря, кто ездил в Соболе, знает. Куча всяких бардачков, которые открываются очень туго. Вот здесь. Различных много ниш, куда вы можете сложить ваши вещи. 5-ступенчатая коробка передач. Ну, и, собственно, вот у вас еще также в запасе идет 3 20-литровые канистры для топлива, которое вы обязательно с собой возьмете, потому что штука по-любому потребляет неплохо топлива. И вам оно в тайге по-любому пригодится. Пойдемте назад. Я искал боковую дверь, и нет, оказывается, прикинь, забыл. Дверь, открываем заднюю дверь. Тут у нас тоже подножки. Опа! Ну и пробираемся, собственно говоря, в салон. Почти в полный рост стою. Ну, почти. Огромные лавки, то есть сесть, лечь. Все удобно, в принципе, сидишь удобно. Есть у каждого свои светильники, свои ручки. Тут у нас ящички. Вот еще ящик. Здесь ящик. То есть сложите различные инструменты. Тут у нас также идет и якорь, чтобы лебедиться. Различные всякие штуки. Ты даже не понимаешь их значения, применения. Люк, который открывается вот таким вот образом. То есть охотники, пожалуйста, вам очень удобно будет это дело делать. Закрываем обратно. Кстати, закрывается. Ой. Закрывается он довольно мягко, не так, как обычно ты привык слышать закрывающиеся люки в советских российских автомобилях. Здесь все довольно продумано. Сиденья обшиты тоже таким же материалом, как и передние сиденья. Удобно сидеть, удобно лежать, можно спать. Ну и, собственно говоря, находиться в тайге во всех сложных условиях, в тепле и в уюте. Пойдемте дальше, к следующему автомобилю. Ну что, запуск производим. Свеча накала прошла. Довольно забавно. Это ведь уже маловато, конечно. Вторая хорошо прям едет. Да, довольно вообще комфортно. Прям можно вдаль ехать спокойно. Вторая модель представлена здесь. Это Трекол Лесник Профи. Тут у нас, естественно, уже, как вы видите, колесная база 4х4, привычная для нас всех, но колеса здесь 160 сантиметров и тоже, естественно, низкого давления, естественно, с общей подкачкой центральной, также с лебедкой и всеми прочими делами. Но внешне он похож на какой-то марсоход-луноход, как будто на этой штуке вы можете поехать по любой планете, по любому покрытию, просто везде. Собственно говоря, выглядит он довольно интересно, то есть очень похож на какие-то марсоходы-луноходы. Вот тут у нас в базе, получается, стоит очень интересная конструкция. То есть двигатель стоит Kubota, японский, кстати говоря, дизель на 8 лошадиных сил. Такие ставятся примерно мини-трактора японские, но здесь он как бы форсированный побольше. То есть, ну, Kubota это как бы спецтехника больше японского происхождения. Тут они поставили сюда. Коробка, что самое интересное, здесь стоит от переднеприводных ВАЗов. И где вы привыкли видеть привода ВАЗа, тут выходит 2 кардана, которые подключаются к мосту от, как бы это собственное производство, но здесь начинка полностью от ГАЗ-66. То есть проверенные мосты, проверенная конструкция, все в принципе довольно проверено, просто, то есть в любой тайге, в любом, не знаю, любой деревне можешь найти запчасти на УАЗик, на газон, на любой ВАЗ, УАЗ, ну, сами понимаете, это для чего так сделано, чтобы было все проще, доступно и легко было починить эту штуку. Вот, собственно, и все, что нужно знать про конструкцию этого автомобиля. Пойдем внутрь. Дверь здесь, как видите, одна. С левой стороны открываем вот так. Открывается она, собственно говоря, вообще абсолютно полностью. Ну и, собственно, залазим внутрь. Опа. И сразу встречает нас маленькая табуреточка, он же ящичек. То есть все как полагается. Напоминает конструкция McLaren F1, естественно, то есть переднее водительское сиденье стоит ровно посередине, а двигатель у нас стоит в базе, то есть среднемоторная конструкция.
довольно интересно. Ну и, собственно, место водителя. Вот такая интересная конструкция. Собственно говоря, что мы здесь видим? Мы видим, естественно, сиденье тут довольно тоже удобно. Единственное, может, не хватает подголовника, но, в принципе, это луноход-марсоход. Какой тут подголовник? Тут у нас есть кармашки, сдвижные окна, зеркала. Тут у нас все как вот спецтехника. Тут у нас табло приборов, естественно. Здесь у нас различные кнопки включения печки, там гудок, вибасты. Вибаста здесь, вибаста тут опять-таки. Габариты, печка. В общем-то, и все. Здесь же у нас и омывательный бачок, и все. Ну, то есть все на виду. Но сидишь как... Ну, реально, я чувствую себя каким-то марсоходом. Я космонавт, стал скафандр одеть такой, и все. И... Я думаю, надо ехать. А, нет, мы еще им показали, что сзади. Пойдем посмотрим. Что такое эхо? Сзади тоже просторно. На самом деле он выглядит компактней, но внутри довольно-таки удобно. Тут у нас получается реальное спальное место. Тут у нас разлаживаются штуки. Можешь постелить матрас. И тут прямо чилить на Марсе неделю. Вот так прилег. И тут можешь сидеть в тайге сколько угодно. Потому что у вас тут тепло. Нету всякой там различных внешних факторов, так сказать. И вы спокойно ждете какой-то работы. Кому-то можешь спешить на помощь. Или добыть какие-нибудь полезные ископаемые с Луны. Поехали дальше. Двигатель расположен посередине, открывается капот вот так. Ну и, собственно говоря, вот он, двигатель японского производства. 2 аккумулятора, зимний вариант, все как полагается, компрессор, чтобы качать колеса. Ну, собственно, и все, что-то показывают. Что-то показывают. Кубота. Ну и все. Ну и все как-то так. Капот закрывается так. Прям капот. А тут шумновато. То, что мотор стоит внутри. Ручник горит, понятно. Тут у нас все приборы, пожалуйста, бак, вольтаж, это температура, это, соответственно, тахометр. Спидометр здесь не нужен, потому что эта штука сильно быстро не поедет. Шумновато то, что мотор здесь, но в целом... Ну, закрыть окно. До свидания. Я забыл, что впереди приводного ВАЗа неплохо. Единственное, что я не могу понять, куда руль повернуть. Серьезно, он как-то стоит не очень. Довольно интересно, конечно. Забавно. Да, выворот, конечно, маловато. Ожидаемо. Но коробка DVD прям как родная. Как родная. Залетает. Какие плохие тормоза. Довольно интересно. Прикольно. Мне понравилось, но страшновато, конечно. Руль какой-то странный, он типа, блядь, он как будто ровно-неровно стоит. Ну, такое ощущение. Потому что ты крутишь, короче, он вроде как-то едет прямо, блядь, но у тебя руль почему-то так стоит. Пойдем? То есть тебе, короче, впадло разворачивать на машине с прицепом, ты просто проще отцепить, руками его перевернуть. Ну что, друзья, мы поставили с вами необычное транспортное средство под названием Трекол. У нас было сегодня 2 вида их. Впечатление, конечно, интересно. Эта штука больше похожа на какую-то прям спецтехнику какую-то серьезную, да, такую, которая проезжает какие-то там тайгу, не знаю. Но у него даже снегоболотоход там по ПСМу называется. И очень такое управление необычное, то есть к нему надо привыкнуть. А вот эта штука, которая Vega 6х6 Трекол, он уже более как легковой автомобиль, просто очень высокий. Ну, возможно, немного неудобно то, что мало выворота в городских условиях, так как мы проезжали немного в узких, так сказать, дворах. А так автомобиль вполне подойдет для любого там охотника. Единственное, что вот было бы у него категория там C, допустим, было бы вообще песня. Но в целом интересная игрушка для тех, кто хочет, кому надоели УАЗики в охоте, в рыбалке. И типа такие, ну, пора уже брать что-то серьезное, и берут такую штуку и просто едешь. Куда глаза глядят. Единственное минус, что он не плавает. Если бы он еще плавал, я не знаю, было бы вообще песня. На этом стоит закончить, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все. Всем пока. Вдаль. Прикинь бы ты сейчас не завелся, я бы ржал. Прикинь бы ты сейчас не завелся, я бы жестко угорал. Такой, чё, и пиздец. Да, он стоял.